Салям, беттагиргала кадрлы достар, где мы находимся? Угадайте. Мы находимся в Москве вообще-то. Короче, біз келдік Рамиль Кустыма һәм Айгүл келіме қонаққа. Вот, біз тиенген, біз рюкзактар, макустенестер менен. У них, короче, доктор двухсторонний лифт. Мы вот отсюда зашли, да, а будем выходить вот отсюда. Салям. Обувь здесь, без обуви сюда. Рамиль менің қамақ. Бұнда обувь сесеведі, бұнда не? Бір тоқылдан с порога видно. Ой, менің массаланым шекілді. Привет. Я экзамен сдала, прикинь. Да. Сегодня, что ли? И причем на 5 сдала, потому что про тебя рассказывала. Да? Что ты про меня рассказывала? По психиатрии я экзамен сдала. Курка, камераны яқын не берем тебе, сразу же кулды этей, блин, уже. Че рассказывал? Я экзамен по психиатрии сдала, все твои расстройства личности рассказывала. Да? Ну-ка, что рассказывал? Не буду рассказывать на камеру, не буду говорить. Нет, почему? Расскажи. У меня какие-то расстройства личности, оказывается, есть, доктор, представляете, ма? И Айгуль на мне сделала курсовую работу, представляете, ма? И за это получила отлично. Так что я очень интересная личность. Даже профессора хотят со мной познакомиться. Это теперь. уникальный случай, 1 на миллион. Надо обязательно изучить этот объект. Понятно, я знала, изначально знала, что я И очень очень уникальна. хотят вскрытие сделать, посмотреть. Моего мозга. Теперь Трепанация черепа. трепанация черепа даже хотят сделать. Сейчас мы послушаем психиатра, который сдал на 5 экзамен сегодня. Клинический психолог. Теперь узнаем про мое расстройство. Поподробнее после завтрака. Нет, опять же. Это завтрак. У меня завтрак. Не надо, мне сторыстарды бутарға, понятно? Камерамды қаптамағы. А одағыды ульсапкина асығы. Ух ты. БТВ-2. Сама готовила, да? Вообще, прикинь, узбекский плов, самаркандский. Сама готовила. Қалай моторын Не, әйтеуі мы істегенді? заказали. Салат, борщ. Мясная конфекционная. Прикольный салат, это что такое? Рецепт давать не буду. Короче, мен Айгүлден рецепттарды алам да, достар. Шамдың өзімнің стористе. Мой рецепт, типкішерді өретем. Дай рецепт. Мынау салат очень прикольный, достар. Рецепт хәдір Айгүлден өйреніп алам да, потом я вас научу, как делать. Очень интересный салатик. Бында, біләңгір менемеке есть хырме. У Айгуль, кстати, всегда салаты какие-то экзотические. И прикольные, необычные. Вот у нас же обычные оливье, там винегрет, Не под останавливайся. шубой. А Айгуль всегда очень интересные и необычные салаты. Я работаю только с женщинами, мне так комфортно, это мой стиль работы. И С мужчинами не будешь с работать? мужчинами нет, не буду. Так, мне комфортно. Есть принципы мои личные, которые связаны с религией. Потому что мужчине и женщине нельзя оставаться одним. Короче, и оффлайн, и онлайн будешь А я и работать? оффлайн уже работаю. Мгм. С родственниками, короче, нельзя С работать. родственниками нельзя работать. Про крик хотя бы, доктор, вот другого специалиста давайте выслушаем, откуда у меня крик идет-то, вот, почему я постоянно кричу. Сейчас Айгуль нам скажет. Я же тебе сказала. Блин. Ну, это тоже Не буду говорить. Yok, Нет, cidden aranın içeri Чего? Дамина защищает. Да. Алар, кстати, Альберт менен Айгуль бір-бірін защищайттелер. Почему? Потому что они в один день почти родились. Оба козероги. Ну, знаете почему? Потому что Келли кашивала. Геля кишибала. С кем ты живешь? Все время, Я очень опасная все личность. время наезжаешь на меня. Ай, Алла. Бедная какая-то, бита. Полная Женька. Это алкоголик. Кем еще можно сказать? Рами мне кофе что с мороженым. Как называется, Рами? Ну, глисе не знаю. Глиссе? О, смотрите, какая у них кофемашина. Siemens. Кстати, біз аларға қарап кофемашина алдық. Аларда кофе істік, да, и нам так сильно понравилось, что мы приехали сразу же купили кофемашину. И, кстати, наш белый стол также мы купили в Икее, который на кухне стоит. Тоже у них раньше этот белый стол стоял. Мы тоже увидели, приехали и сразу же купили. Біз неме көреді, аларда сразу алабыз. Мы за ним повторяем всегда. Повторюшки. Эй, ляха. Гель, блядь, групп қалхақлары қайтауды дүбір шатыр қатып Я алам. помню, вы как к нам приехали, и мы катались на такси, Kia Optima была. Ай-яй-яй. Катался, потом приехал, Kia Optima купил. Ай, слушай, Володя, прикиньте, достар, слушай, вода. Ой, так что мы все, что увидим у них, покупаем. Между прочим. А что, я не права, что ли? Права. Еще как права. А то, блин, беселер, блин. Ханга хукмайдар, нифига. Аллах Майдар.
и, ну, то есть делают вот эту опору всей, и смыслом всей своей жизни мужчин. Мы сейчас говорили про чеченскую свадьбу, доктор, что один чеченец официально женился после родов своей жены через 2 недели, и жена у него там танцевала на свадьбе первая. У нас в Заурале полно, каждый третий брак с многоженством. Каждый третий брак? Каждый третий брак. Ко мне очень много обращений по поводу того, что мой муж взял вторую жену. Мой муж опять со мной там разошелся и взял вторую и третью жену, например. Это тебе наши девчонки обращаются? Да. Біздің башқұрт татар қыздары. Мгм. Вот, доктор, вот слышали? Я знала об этом. Я знала об этом. Помните, я вам в прошлый раз еще про эту историю тоже рассказывала, что вот многие мужчины, біздің башқұрт татардар, тайно женятся и имеют по 2-3 жены. Прикиньте, к ней обращаются наши девчонки. Они в отчаянии. И ты что говоришь им? А ты можешь свою внутреннюю тревогу не выносить на внешнюю, пожалуйста? Я вообще ничего не выношу. Просто мне интересно, слушаю вас. Бұл құлағын қарпатқанда отыра тыңдап. Не надо нам внутреннюю свою тревогу здесь мандарин манан показывать. Мандарин манан. Я могу идти. Нет, давай, мы посмотрим. Мы у тебя еще комментарий, мы сейчас еще у Рамиля комментарий возьмем. Правда это или нет? Потому что, знаете что, я это тоже слышала, доктор, на самом деле, что московский башқұрттар и московский татардар куптары так живут. Бай москвичтар. Я не знаю таких случаев, в которых именно Москва, башқұрттары, татардары так живут. Но я точно знаю факт, что именно Зауралье, Бадынябай, башқұрт живут с двоеженством, троеженством. Ну, в общем, многоженство у них развито очень сильно. И в Коране, если опираться, да, опять про религию, если это из религиозных точки, из религиозной точки, да, зрения, дар, аманат, жена для мужа. То есть это не говорит о том, что там взял, забрал, а это такой ценный подарок. Жена для мужа, которую ты, когда делаешь никах, обязуешься за нее ответственность, ее защищать, ее смотреть, оберегать со всех сторон. И когда мужчина, то есть я это принимаю, другой не принимаю, а аманат вообще пропускаю, это неправильно. То есть это не про религию. Значит, ну, то есть это принимаю, это не принимаю, это неправильно с точки зрения религии. Если ты принимаешь все полностью. Вообще-то уведомляем, что это так прямо продвинулось и практикуется. Так что смотрите, не женился ли случайно ваш муж без ведома вашего? В исламе, в религии, мужчина может не спрашивать разрешения у жены, брать жену или нет. Правда? Он может просто уведомить: я вот женюсь, я беру вторую жену, все. Меня купкадар яддалар, что он должен спрашивать у жены, без ведома жены они не женятся, тветтеля. Без ведома. Нет. Уведомить может. и всё. Уведомляет и все. Вот так вот, видите, какие мы бесправные, доктор. Катын кадар вообще абсолютно бесправные. Нас просто перед фактом ставят, я женюсь, и все, беда хангала хукмайдар. Поэтому, доктор, минхедга гелейтам, кадар, имейте крепкий тыл, имейте подушку безопасности, работайте, сами зарабатывайте. И иргедин аудына карап, ага, ышанып без конца ултырмагын. Не надо растворяться в муже. Твой комментарий. Я не знаю, почему так модно стало, потому что многие толкуют же вот эту историю очень однобоко. То есть они думают, вот у меня написано, что я могу там вторую жену взять, поэтому я возьму вторую жену. А вот то, что Айгуль сказала, там же очень много, ну, все прочитали одну строчку, можно взять там вторую жену. Но за этим же дальше идет, что одинаковое уделять время и одинаково содержать обоих жен. А у них начинается, что одну притесняют, ну, то есть меньше как бы смотрит за ней, да, или меньше обеспечивает, а второй там, как это, новый брак начинает больше за этим, больше туда инвестировать, так скажем, а по факту должно быть одинаково. Многие думают не тем местом, которым нужно. Но думать, да? и Вот именно, не тем религия- местом, особенно За Ирдерудейдер. религией скрывается же вот этот свою похоть скрывает за религией. Ну Да, это правда, я тоже так конечно. думаю. Я тоже так думаю, что скрывают за религией мужики свое. Плюс это же вот как в эту психологию. Не зря же говорит, ты можешь переехать в другую страну, но от себя ты не убежишь. Да, там, все думают, я сейчас перееду, начну новую жизнь, все будет по-другому. А все случается так же. Или человек там разводится, берет другую жену, и опять все то же самое. Потому что в этом-то он участвует и виноват. Он же сам от себя не убежит. Мгм. И то же самое здесь, и наоборот, больше проблем. Но я еще не видел счастливых Двоеженцев. Нет, но есть культуры другие, например, там взять Саудовскую Аравию или Дубай, например, да, Мгм. у них же это веками уже сложилось, и у них, ну, и они супер обеспеченные, да, люди, и у них, Мгм. наоборот, считается, если человек там 3 жены, значит, он богатый, ну, Мгм. потому что он действительно богатый, он одинаково всех обеспечивает, все остальное. А у нас-то
как бы, ребята не очень обеспеченные начинают в эту историю вписываться. А что ты советуешь девчонкам этим, А, которые обращаются к тебе? Я начала говорить о том, что первая наша реакция — это шок. То есть состояние, вот это наше древнее состояние включается: бей или беги. Бей, беги или замри. Вот. И главное не ошибиться в этот момент. Нужно осознанно, то есть прийти, быть в этом, собраться сейчас, признать этот факт, то, что да, это происходит со мной. Многие застревают в фазе отрицания. Что типа нет, он там погуляет, Успокоиться. ага, мало, а шага не накольта, типа, и обратно вернется. Не навредить, как сейчас, да, у одной девушки, блогера, которая начала вовсю там рассказывать о шоковом состоянии, о шоковом таком аффективном состоянии, о том, что типа вот все плохие, вот я жертва. На самом деле в этом шоковом состоянии можно кучу всего натворить. Нужно собраться, наоборот, ничего не делать. Затем разделять ответственность. Да, это он такой. Что я могу сейчас в данный момент делать с собой? Нужны мне такие отношения? Если нужны, если он мне нужен, то что я могу делать? То есть осознанно включиться в эту роль, начинать сравнивать себя. А почему она, почему ее выбрал? Вы не конкурентки, вы отражение его внутренних конфликтов. Вот дело только в нем. И не связанные с религией, не связанные, возможно, даже с какими-то его принципами, а чисто вот его боль. Важно найти поддержку, поддерживающее окружение, которое вас примет с этой болью. Очень сложно не начать обвинять этого человека, да ты сама виновата, поэтому он делает на вторую жену. Нужно правильное окружение, именно ваше окружение, в виде там подруг, в виде какое-то специальное окружение. Может, есть какой-то чат бывших первых жен или там первых жен, может, что-то вот такое есть. Вот когда камера выключила, я считаю, что еще есть момент такой, на который тоже надо обращать внимание, что сами женщины тоже часто виноваты. В чем? В том, что они не принимают с благодарностью то, что есть, и они начинают мужа пилить. Ну, то есть, если раньше, вот, когда они начинали общаться, часто же уходят не потому, что кто-то красивее или некрасивее, да, уходят ко второй жене в любовнице, потому что, ну, тут-то пилят, а там восхищаются, как бы, и поэтому уходят. И важно, чтобы вот эти отношения дома сохранялись. Рамиль, ты не видишь, что вторая камера работает? Но это нельзя. Вот. Женщины сами виноваты, те не ищут. Ничего нельзя. Пусть укладываем. Это другая тема. Не, ну это другая тема, но я к тому, что вот когда Айгуль сказала, человек бежит пускай выкладывает, а он говорит, не к надо второй выкладывать. жене или к этому, это же вина У них определенной конфликт тоже возник. есть. Вот, видишь, біз все-таки, видишь, қатындарды защищаем, өте. А Рамиль солидарный қарайлы, ирлерді оправдывать бірге тырышып отырады. Он нервничает. Да вы заколебали вообще. Вот я же говорю, Айгуль тоже абьюзер, между прочим. А еще меня айтқан была, что я абьюзер. Это на самом деле Айгуль тоже абьюзер. Көрдіңіз ме, Бахыр Рамиль мандалин аша отырайын. Покой бермей Рамиль. Ана, Альберт, көрдің ме? Айгуль тоже абьюзер. Көрдің ме? Айгуль тоже абьюзер. Аша мандарин типа Рамильге наезжает-то. Смотри, какой костюм я нашел. Причем тут костюм, блин? Пивной костюм, что ли, это? Кому что, блин? Біз бұнда екінші брак обсуждать отыра. Бұл пивной костюм, блин. Иди нафиг, Альберт, бұға пиводан басқа бұқта керек не, блин. Так, дорогие друзья, сейчас мы будем отснимать очередной наш Вайн с Айгулькой. Наша следующая локация — это парк возле дома Рамиля и Айгульки. Наши бандиты. Вот один бандит. Второй бандит. Второй бандит. Вот он у нас. Ой, ей, Айгуль, ты готова? Ага. Чё, ага? Ага, Ты в предвкушении хочешь меня избить, да? За всех, дорогие мои, за всех. Вас отомщу. Вообще, за всех вас отомщу. Камераға қарай неме түсіргеніңде. Как будто просто так телефон берген. Сен меня тут тұрып тұра қойдың Ну біз. тут тұрып қойды, мен төшерге тұттырдым. Мына тұтқанда телефонға туда-сюда жүріп тике тастап білен қамыға. Короче, Вайн төшіріп деген достар, мында кешелер өйліп кетті. Қарағыл әлі, я ходай, мына паркта. Даже соседи наши Даже вышли. көршілері келіп сыққан. Амғаға. Подписчики, представляете, достар москвичей. У меня много среди москвичей подписчиков. Да? Даже БПДР узнали меня. Привет! Смотри, я тут, тебе надо не кусать. Тебе, значит, надо камера. Сбоку надо. Давай, ты сколько можно ее узать? Че, я халат переодевать не буду, мы так пойдем в ресторан и все. Рамильдарга Гихан начинается гастротур. Аларда, ашайватда, ятават. Ну ладно, хоть съемки немножко снимаем там что-то. Знаете, самое интересное сейчас, их так выгодно вводить в рестораны. Ашамайдар. Ларса Бенашева, Миляша Фаберага, такой кусочек съест. Ай, какой кусочек! А раньше не выгодно было, да, меня в рестораны водить. Слишком затратно, достар, было. Мен бұнда әттің бұғына бастым шекілді. Хүртіп алайын да, подождите, аяғымды хүртеймін әлі.
А то вообще капец, он какой-то бухкавас там точно. В общем, мы с нашими гостями яраткан кайынбикеменен еднеменен едем на умофорум. Культурно отдыхать меня везут, достар. Просвещайся ты, а он да я ты вообще отупела ты, да. Мы так не говорили, это она так говорит. Форум, посвященный продвижению ценностей религии ислам. Медицина исламская, продукты мусульманские, получается. Зачем ты меня туда везешь? Увидят там и меня они больно-то не любят. С чего ты взяла, что не любит? Потому что они блог мой видят, трэш ты да, и что меня не едят. А знаешь, как... Не мусульманка Нет, ты нет, меня. Миляша, знаешь, как мусульмане, истинные мусульмане ценят? Что нет кафиров. И ну вот это, кому сердце откроется, религии, да, вот, все знают, только творится Всевышний. Потому что у них своя какая-то есть потребность, свои какие-то незакрытые, да, эти гештальты, дыры, себя чувствуют, то, что ну, где-то не закрыл, свою боль видит в тебе, ты их триггеришь, это нормально. 109 метров, 43 миллиона. Вот, чё? 4 донора и нормально. 4 донора. Алар почкаларын гана хатка. 4 донора. Нормально. Сколько стоит яички сейчас? Почки, яички, сейчас дадут. Чё он теперь такой грустный? Расслабленный. Грустный он. Постоянно грустный. Уга весело, на YouTube харап весело, весело. Нет, у него мечта это куртка, просто он ее увидел и расстроился. Буховик. Пуховик. Пуховик, в котором живет пиво. Прозрачные ячейки, только золотистый напиток и 1000 пузырьков. Инстаграм придумали же. Ой, Алла, буховик. Буховик. Тапқан Виталий уйдап Альберт. Короче, Айгүлдің апайы, двоюродная сестра, врач, гинеколог, Да, акушер-гинеколог. акушер-гинеколог. И прикиньте, у келіп қайтқанда и поделилась очень трэшовой новостью. Это вообще очень хорошая новость для мужчин. Для мужчин. А, ну да, и для женщин. Я думаю, что мужчинам 70+, особенно это будет интересно. А Может, почему 70 А когда Уже 40 плюс у них. имплант для мужчин. Мужского органа. Для мужского органа, да. Представляете, мы придумали, оказывается, Нажимаешь имплант кнопочку, и она... мужского органа. Короче, кімдікі, ну, бұзылған, evet, и эштемей, чего? Көля. Ну это же, а что это нормально же об этом говорить? Кімдікі бұзылған, эштемей или қартайған, evet. И тоже если И тоже эштемей. Импланты қуялар да, оказывается, представляешь, он на кнопочке радиоуправляемый ты. Басаң, Кайдырина, и сразу кнопочку нажимаешь. жена такая дома отдыхает. Ну что такое? На форум. Мы рады каждому. Да, она организатор всего этого события. Которая смешная, да? Да. Обалдеть, Видите, я просто в жизни не смешная блогер типа Тананулар, достар меня. Айгуль привезла меня, поедем, говорит, на форум. А я даже понятия не имею, что за форум. Достар Хадыр Амина Ханым расскажет, что за форум организовала она в Москве. Мы организовали выставку халяльной индустрии для того, чтобы все могли прийти и в одном месте познакомиться с самыми разными товарами именно халяльного качества, качества халяль. Мы создаем мероприятия с призывом, скажем так, объединения, потому что в России огромное количество конфессий, национальностей, нас постоянно пытаются рассорить. Я считаю, что это неприемлемо и неправильно. Нужно дружить, общаться, искать точки соприкосновения, и тогда в этом наша колоссальная сила. Выплюнул, должна поехать. Вот мусорка. Жвачку выплюнь ты, карай, я этой жвачки сегодня вырвала, да меня позорит, ты рамилей-то, представляете? Казахи, казахи, и татары, предприниматели, и кавказцы собрались. О, блин, баурсак, смотрите. Можно мне тоже баурсак, самый большой? Ух ты, смотри, баурсак. Ну, Кыргызстанда ашаган баурсакка итпейді. Я не знаю, кто это делал, но Кыргызстанда я ела баурсак. Это очень вкусно. Пятиюродная сестра. Олеся, это, прикиньте, вот я рассказывала в машине про Олесю, которая сделала тест ДНК и оказалась нашей родственницей. Представляете, пятиюродная сестра. Если хотите найти родственников, делайте тест ДНК, и вам показывает ближайших родственников. Теперь у меня в Москве очень много родственников. Теперь я могу ездить к каждому гостю. Казанская колбаса. Теперь я буду у вас останавливаться. Колбаса есть уже. Можно бы этот чай попить с колбасой. Что, вкусное? Нет, это не колбаса, наверное, это хады какой-то, это нет, вяленый утка, он очень вкусный. Я его, у нас в Уфе матур есть такие
магазины, типа вкусвилл, только мотор, вот я там такой ела, очень вкусный. Вот так берешь в машине с кофе, и один на один так съедаешь его. Берег нажал там Да, сразу. ну, конечно, один, это только, главное, мужу не показывать, не давать. Вот Колбасу. одна съедаешь. Один на один, Один наедине на с колбасой. Милюша, Это ваша это моя дочь? внучка. Офигеть, вы бабушка, что ли? Очень молодая Это моя бабушка. подруга, красотка. Кстати, Милюша, Ага. мы замужем. Да? Да. Надо Светлана, рубрику там ведущая искать. мероприятий «Халяль». Наша Светлана Ибрагимова. Светлана Ибрагимова. Очень приятно. У меня есть рубрика, кстати. Есть рубрика Тана Шаев. Я выкладываю одиноких женщин и мужчин, да. У меня 4 детей, да. А, 4 детей? Я очень богатая. Очень Да? богатая. на И не детей. замужем, да? У меня все хорошо, алхамдулилля. Обычно потом замуж не хотят женщины. Я это знаю. Как это не хотят? Я мусульманка, я хочу, конечно. 4 детей. меня все нормально. Очень богатая женщина. Кому надо, египтар, присмотритесь. Дом даже, представляете, даже не квартира, а дом целый. С курами. С курами, прикиньте. Легендарные Халяльные яйца. Да, легендарные брагимские Это яйца вообще у нас в кухне. мусор. И лакомый кусочек. Так что ссылочку я вам оставлю, или вот у Айгуль возьмете. Егиттер. Всякие женатые вахтовиктар, икинцы хатын алар типа ядов утырмагыл, чтобы. Второй женой пойдете? Нет. Нет? Третий? Мы сегодня обсуждаем вторую жену. Вот это вот. Мы сегодня целый день обсуждаем это многоженство. Нет, ну может быть какой-то там мужчина, какой-то супер-пупер, который осчастливил свою первую жену. Тогда еще можно рассмотреть, а так нет. Возможно, да? Кстати, как вы относитесь к многоженству? Да, а как вы относитесь? Прекрасно относитесь. В исламе это есть, никуда девать не можем. Вот. Что касается нас, конечно, мы очень привередливые, выросли не в этих условиях, поэтому к многоженству относимся... Не очень-то хорошо. Пока никак. Ага, понятно. Вот так, предприниматели-мусульмане привезли каждый свой товар и как выставка выставили и продают. Можно ознакомиться с их товаром. Это все ручная работа. Я сейчас выберу самое большое золото, раз вы подарить хотите. На ценник смотри, на ценник. Да, на ценник смотрю. Какая красота. Да, когда почувствовал халяву. 890 тысяч или рублей? Рублей. У меня без очков я ничего не вижу. Блин, мама, кешультрига была. И пуховик сразу проткнулся. Айгүл, ты юғалттық, достар. Ол форумда, блин, кеттілер, юғалды, блин. Анда подружкаларын таптылар. Мені ұнытты таштаны, блин. 890 тысяч. Сколько? Такая краса. В ипотеку берем. Ипотеку. Фрейм продаем? Да. А фрейм Дорого, продаем. богато. Она даже Дорого, знает, богато. доктор, представляете? Даже знает, что у меня есть афрейм. Білелер, что у меня афрейм есть. Афрейм Вот, хатып помоги мына. это. Қарағыз. Меня змея выбирать. Айгүл айтады. Змеиная головка. Заловка, змеиная головка. Не надо. Не надо, мы вам дарим, все. Да неудобно мне, вы Ну, что? подарок от нас будет. Ладно, спасибо большое. Тогда мне это. Даже Рамилья уже стыдно телефон держать. Рассматривайте. Вот такое вот колечко выбрала, да. И смотрите, вот такое. Вот и прикиньте, как удобно, когда тебя люди узнают. Мне вот колечко подарили. Офигеть, да? Смотрите. Окшаган бұрынғы балдаққа. Как будто отреставрированный бұрынғы балдақ. Офигеть, да? Прикольно вообще. Смотрите, вот, доктор. Помните вот это вот тушенку, которую мы берем всегда? Говядина, видите, 344 рубля стоит одна штука. Они, кстати, на Wildberries торгуют. Вот у них еще конины есть. И мясо индейки тоже бесплатно дадут. Узнают меня. Чего нет-то? Да, вы узнали. Кольцо же дали. Может, они и колбасу нам бесплатно дадут. Қазір весь форумда, достар, жүріп сығап. И кто меня узнает, мне все, да, ужинать не будем, все мне все подарят. Ох, иняңның башы, достар. Если бы вы знали, как вот эта колбаса пахнет, мынау. Вот они ребра. Ой, блин. Все, можно попробовать. Вот это вот есть? Да, сейчас. Еды хотят бомбические, ароматы. Я не знаю, может они ароматизаторы какие-то добавили, но просто еды, просто бомба еды сразу. Это Пензенская область, кто выпускает, татары? Конечно. Вы, получается, там это деревня татаров, что ли, или как? В Пензенской области. У нас самое большое в Европе. Самое большое село во всей Европе. Да? Татарское. Приглашаем вас в гости, кстати. Офигеть, представляете, Мадутар, Пензенская область, самое большое татарское село, оказывается, есть.
И они там, короче, выпускают вот эту вот продукцию, халяльную продукцию. Колбасные изделия, потом мясо, тушенку, ну, короче, все подряд выпускают. Я хотела вот эту ароматную большую колбаску попробовать. Аромат просто офигительный. У тебя в жизни лицо намного лучше выглядит, чем здесь на камере. Вот именно. Что ты сказал? Ну-ка еще расскажи. У тебя в жизни лицо... Айгульдың после этот, как там, у нее травма. Постэкзаменационный синдром. Да, постэкзаменационный синдром у нее. Мы теперь тоже ей диагноз будем ставить. А то потому что ол экзамен сдавать взяла диплом психиатра и Рамильма и күні бойы не қойды. Немекелі диагноздар. Вот мы сейчас ей тоже диагноз будем ставить. У нее посттравматический синдром после экзамена. Или что ты сказал, Рамиль? Постэкзаменационный синдром. Да, постэкзаменационный синдром у нее. Аж язык начал заплетаться и торга. Это же надо, доктор, представляете, вот эту тушенку я вам показывала, про нее рассказывала, да. И прикиньте, именно ушу форумға келет, ошылардың продукцияны көрет, танышып шуларма. Это просто какая-то прямо, не знаю, случайность, очень интересная случайность. Сейчас многие подумают, что я приехала сюда специально, чтобы сделать тушенки по-юлизански рекламу. Сейчас вот так вот многие же подумают. А нифига подобного. Вот эти ребра увидите, доктор. Берите, очень вкусно. Не, вот это мне не очень-то нравится, а вот это вот вообще вкуснятина. Я же сказала, Угощайте своих близких и родных нашей вкусной Спасибо. халял-продукции Бибарсов по-юлизански. Мы очень рады вам. Видали, доктор? Я не зря сюда приехала. Я теперь каждый год сюда буду приезжать. Все меня узнают. Вот мне балдак подарили, да? И теперь вот подарили вот эти фермеры, кто выпускает вкусную тушенку по-юлизански халяль, да, вот целый пакет, колбасу и тушенку. С каждой секундой находиться здесь. Даже Рамиль меня говорит, целую палку колбаса. Мы, говорит, подошли кроме... всего лишь ко второму магазину, в первом подарили, во втором подарили. Что дальше что будет? будет дальше, мне страшно представить даже, доктор. Прикиньте, это же надо в этой Пензенской области, татардар кусып кеткендер да, и хаталар халяль продукция. Бүтін по всей Да, по всей России. Алсу Рафаэловна Нананда Атасы начинал это дело. Да, а почему Атаге туда перебрался? Он почему не в Татарстане жил? Почему он в Пензенскую область перебрался? Не вот это Он идея. решил прожить свою жизнь в самом большом татарском селе Европы. И я думаю, это отличный выбор. Не совсем уж хуже, чем Татарстан, поэтому... Да. Прикольно. Да, Очень да. прикольно, доктор. Сейчас, может быть, нам подарят всяк-всяк. Будем казанскую Пензенский пробовать. бывали, а теперь Казань. Да. И тут цветочный и гречишный мед. Отличается, кстати. Да, очень вкусно, девчонки. Спасибо большое. Не, мы сегодня в ресторан, наверное, не пойдем. Не дойдем. Короче, доктор, мына Элиза, яшай Мәскәүдә, башқұрт қызы, и ул, оказывается, өзінің үйінде ошындай дәмлі әйбердер пішірә. Представляете, мына қарағын, ошындай печеньелер пішірә, шоколадные, очень все вкусно. Это курабье же, да? Ваши любимые. Это все своими руками, как вы, получается, делаете. А это что такое? Маленькие такие. Губадья. Прикиньте, какая прикольненькая губадья с красным творогом. Вообще прикольно, да? А это чпучмаки. Это учпушмаки, да? Они очень вкусные. Короче, балар, мингилер деп, учпушмактар алып қойғандар. И бір келуге уже ашап өткендер. Они сожрали учпушмаки, бля. Там за один Надо было присесть побольше съели. отправить, бля. Мы 30 штук заказали. И 30 штук сожрали мы, 30 штук ашап өткендер. Что еще готовите? Брускетты, различные овощные рулеты, тортики могу сделать. Многие заказывают? Да, ну, полпредства, основные заказчики, Госдума, Госдума? Общественная палата, да. Прикиньте, банан-то, блин, клиенттары не сухры-мухры. Госдуманан заказывать талярты. Полпред какой-то. Полпред мелов. Полномочный представитель. Республики Башкортостан в городе Москва. Офигеть! Представляете, мы? Куда они вас нашли? Такие серьезные люди. Госдума и полпред. Знакомые рекомендуют отзывы. Ага. Тогда давай подари нам за это губадию, ремсик меня. Рамиль, давай, мы, короче, как рэкетиры ходим здесь, а? Ну какой-то Как в рэкет, 90-е прям как в эти. 90-х, рэкет какой-то, представляете, мы? Вот так и подумают, что меня рэкет банда. И вот это все вы успеваете одна дома готовить. Сколько по времени занимает? С утра до вечера готовите? Сутки где-то, да. Ага. И одна только духовка. Да, обычно духовка. И сколько зарабатываете в месяц? Не, ну вот скажите, чтобы девчонки другие знали, что вот можно дома с одной духовкой готовить вот такие вот блюда и зарабатывать сколько? Без выходных можно 150. 150 тысяч в месяц. Вот прикиньте, доктор, один человек с одной духовкой в домашних условиях, готовя, вот смотрите, вот такую вот продукцию, да, любые вкусняшки, может зарабатывать 150 тысяч в месяц. А, кстати, доктор, егиттер,
Обратите внимание, Элизабет, между прочим, еще киевская сахмага, холостая девушка, которая зарабатывает 150 тысяч в месяц. И очень вкусно ашархат дешера никогда аскалмая сахар. Элиза, не съешь? Утыт ешь. А что, как так получилось? Утыт ешь и замуж не выходила? Ни разу, что ли? На 2 работах. Утыт ешь. Детей нету? Нет. Никогда замужем не были? Второй женой хотите пойти? Мы целый день про это говорим. У нас сегодня тема влога «Вторая жена и многоженство». Второй женой пойдете, согласны? Нет, да? Вот видите, никто не согласен быть второй женой. А вы говорите, почему бы и нет, второй женой можно пойти. Так, егиттер, если вам нужна жена, Такая очередь. башкұрт қызы, Элиза, утыр ешті, с высшим образованием, Мәскеуде яшеген, и бішірген нық тәмілейтіп, түрлі ризықтар, 150 мың айна үшін эшлеген, бұна ссылка Элизаның қалдырап. Рубрика «Танышы». Второй женой она не согласна. Ағызып отырмағыз, бақтабек таранда. Да, она квартира юг. Ну даже, или барма, или нету. Юг она квартира, Москвада квартира карага. Так что тоже обеспеченный мужик, между прочим. А не шалей-валяй, понятно? Не надо, нет, спасибо. Вы придете вечером? Мы все покупаем, видите, мы все покупаем, оплачиваем. Вот мой кошелек, видите, вот это. Казан гостеприимный. Казан гостеприимный. Ну ладно, так уж и быть я возьму. Все, ладно, спасибо большое. Ага. Нух там, Ифтар самый вкусный чак-чак. Да, ифтар самый вкусный чак-чак. Рахмат. Блин, мне так вообще стыдно, блин. Точно рэкет, блин. Пинулась вот эта вот леопардовая шляпочка, доктор. Она тащится по леопарду. Ай, прикольно. Не только ж сестре покупать. Можно жене тоже что-нибудь купить? Понятно. А Жене пусть ее муж купит. Иди ты, мой. Ай, только шапочку надо купить. Она мешок с деньгами. Панама, оказывается, это называется. Меховая Панама. Ой, да смотрите, это вообще. А почему на мне так страшно смотрится? Фарага. Айгуль, на тебе хорошо. Мурзилка, блин. Вот, смотрите, доктор, вот это вот бункер Сталина. Короче, фото-видеосъемка запрещена, доктор. Будем спускаться пешком 18 этажей и потом 18 этажей обратно подниматься. Бункер находится на глубине сколько метров? 60. 60 метров на глубине бункер находится. Прикиньте, съемка запрещена. Прикиньте, под землю спускаемся. Этот бункер, оказывается, был типа замаскирован под библиотеку. Это сколько копали, да, они тут вообще капец. Короче, прикиньте, в бункере была вот такая вот газированная вода, автомат. Здесь в неограниченном количестве люди могли пить воду. Почему? Потому что здесь, оказывается, в бункере было очень-очень жарко, до 30 градусов. Представляете? 30 градусов. Здесь жара была. Здесь, короче, снимать нельзя, но я снимаю на свой страх и риск. Все, короче, такая экскурсия закончилась у нас. Вот такой вот бункер. Весь железный. Сейчас начнется самое сложное. Мы будем подниматься пешком 18 этажей. 1200 рублей. Есть еще экскурсия за 3000. Там пускают какие-то технические помещения. Айгуль говорит, иди пешком, говорит. Попу накачать хотела, вот качай, говорит. Будет попа орех. Лифт есть, но лифт только для инвалидов, беременных. Можно на лифте подняться. Может быть, да, действительно, на лифте может подняться можно. Ну вот, короче, друзья, можно сходить, посмотреть, очень интересно. Кстати, очень страшно было, когда запустили там ядерную бомбу и показали фильм, как может выглядеть вообще Земля после ядерной войны. Если детей повезете, обязательно в бункер свозите. Очень интересно им будет. Особенно мальчикам понравится. Говорю, как хорошо работает вообще тут Тамай. Мне же сказали, что я должна зарабатывать ртом. Ртом? Да. Мне посчитали там нумерологи и сказали, что я оратор, я должна зарабатывать ртом. Рамиль тоже, кстати, ртом зарабатывает. Он еще больше и хуже, чем я, трещалка. Тем более он родился в день радио.
Знаете, как трещит, блин. Говорить не переговорить, блин. И, блин, хоть как спорь, да, он всегда прав. На камеру только молчит. Да. Потому что видите. Шиндебуха, как руководитель вы его не знаете. Он, знаете, как любого уговорит. Целый час экскурсия проходила, доктор. Шашлыками пахнет. Альберт Хабрин, шашлык мерещится уже вон, да. Ресторан, походу, делали где-то здесь рядом. Кто бы, доктор, мог подумать, что мне влезет Айгулькина кофта. Это вот, между прочим, Айгулькина кофта. Представляете? Самое первое. Вот это какие-то вот ингредиенты, и из этих ингредиентов делаешь соус, какой тебе нравится. А я не знаю, не умею, поэтому Рамиль нам сделает соус. А это соус для чего вообще? Туда мясо макайте, Мясо все, что вы макать, варите в бульоне, добавляете. Стричный соус тут там, чеснок есть, острый соус есть, соус шабача. Соус шабача, что это такое? Соус пряный шача. Сама себе делает. Пряный соус шача, это китайский соус такой специальный. А что там? Различные специи китайские. Не чеснок, потом соевая паста какая-то, молотый арахис, жареный кунжут, острое масло, острый перец, прикиньте, молотый перец чили, сельдерей и зелень. Смотрите, вот такие вот плиты установлены. На эти плиты люди сами ставят бульончик и варят. И даже, смотрите, газовые баллоны здесь есть у них, прямо в ресторане. Плиты ставят с газовыми баллонами и варят. О, вот как раз таки нам принесли супчик. Будем класть сюда, они варятся, Ага. потом ты отсюда берешь и кушаешь. Вот это острое, вот это не острое. Ты, короче, сам суп варишь здесь. Вот, сам варишь суп, вот какие-то из таких вот. Вот лапша, доктор, это картошка, опять лапша. Это что за фигня? Это сыр тофу. Мы обычно с Айгулькой в каждом ресторане каждый год снимаем какой-нибудь пай. Сейчас я надену этот халат, пускай все люди офигеют прямо здесь, этой. Тышта аптыраттык. Ай, халат киевер. Үйде подъезда аптыраттык. Көршілеріміз аптырады. Вот так вот сейчас я прям вот так вот сделаю. Мына Кытайларда аптыраттырга. Хотя бар аптырамай сақтар вообще. Кстати, ждем. Давай. Оста! Бана тағын нендей гуляну. Ой, доктор, вообще прикольно. Қарағыда, еще бізге слюневчиктер берді. Альбертті қарағыда, большой ребенок қамақ слюневчик келгенде отыра, бля. Вот үйде керек сондай слюневчик, Альберт. У меня тоже, что ли, слюневчик? Блин, а это что такое Ты вообще? будешь острый или не острый? Это Это что мясо. такое? Бана хабанда стористі шире көрген, бана көріне отырады. Ну, это очень прикольно. А зачем они мясо туда поставили, я не поняла. Сегодня баба-бабариха Рамиль у нас. Вот, картошку положил, какой-то супчик. Вот, конечно, ошунемекеш, то, что итте уже тебе клюв хандар, это интересно. Это что там, типа, итте сам выбираешь и ложишь на? Она по жирности, видишь, по цвету даже, по частям отличается. Из разных частей коровы. Из разных частей коровы. Айгуль лапша хала. Бульонка. Я такого вот никак не могу понять. Вот это почему коричневое, а вот Это это... острый бульон, а это не острый. А это не Здесь со острый. специями, а тут без специй. Мгм. Только на говяжьем бульоне. И потом что, мясо положим, да? Или мясо в сыром виде? Можем сюда или сюда мясо положить. Сыр тоже кладете, да? Половину сюда или все сюда? Просто, короче, пекинский капустаны бір соуста бутағандар да. Или ничего, так прикольно получилось. Наливаем слюнявчик, доктор. Чтобы не испачкаться. Сейчас будем пробовать гусь по-пекински. Прямо в ее термине. И какой-то соус. Да, интересный, конечно, у них гусь. Соус мы попробуем. Очень своеобразно. Сыр башкарный. Какой-то сыр странный, да? Сыр тофу. Очень странный.